Вы признаете вину? Без комментариев. До заседания 26-летняя подсудимая Аделина Малафеева и люди, пришедшие ее поддержать, отказались разговаривать с журналистами. Однако слушание дела проходит в открытом режиме и начали его с установления личности. Гражданство России, среднее специальное образование. Сегодня прокурор начал зачитывать обвинительное заключение. По версии следствия, Аделина Малафеева работала в Казанском отделении модельного агентства Мэри Вей кастинг-директора. Основателя фирмы Марию Бабкину задержали в Москве в минувшем году. Сейчас находится в СИЗО. Именно она, по версии следствия, создавала филиалы по всей стране и обманывала клиентов. Модно, ярко и круто. Они привлекали будущих моделей, обещая им выступления с российскими звездами. Ольга Бузова и остальные были в этом списке. Но, как уверены следователи, артисты об этом даже не знали. На кастинге участники рассказывали стихи, пели и дефилировали. Несмотря на возраст или внешние данные, всем говорили: вы приняты. Но для прохождения обучения нужно было заплатить. Причем не наличными, а взять кредит. Взамен якобы головокружительная карьера в шоу-бизнесе. Осознавая, что им предложено в составе преступного сообщества совершать умышленные корыстные преступления, рассчитывая на получение доходов от преступной деятельности и действия с корыстным побуждением, дали свое добровольное согласие на участие в деятельности преступного сообщества. В итоге сотни пострадавших по всей стране. Сколько их в Казани, в суде еще не озвучили. Негативные отзывы на агентство в интернете продолжают появляться. Вероятно, не все потерпевшие еще обратились в полицию. Она обвиняется в совершении преступления, часть 2 статьи 210, а именно участие в преступном сообществе, и части 4 статьи 159, то есть это мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину и совершенное в составе организованной группы. По каждой из статей максимальное наказание до 10 лет лишения свободы. В совокупности срок может быть больше. Уголовное дело состоит из 99 томов. Обвинительное заключение расписано на 200 страницах. Поэтому сегодня за один процесс дочитать его просто не смогли. Следующее слушание назначили на 12 февраля. Нафиса Минязова, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань.